О труде на земле здесь каждый знает не понаслышке. Будни обитателей монастыря проходят на огородах, полях или в уходе за домашней живностью. Хозяйство хоть и не очень большое, зато разнообразное. Есть здесь коровы, телята, лошади, куры и даже ослики. Об их зимнем пропитании заботиться приходится заранее. Благо лугов, где можно запастись сеном, возле Ульяновской обители немало. Вот отец Сава, игумен монастыря. Во время сенокоса в рабочей одежде его трудно отличить от других. Вместе со всеми он косит сено, которое потом отвозится на территорию обители. Какая бы ни была погода, разбрасываем на асфальте, а потом нам буквально хватает день, полдня хватает нам погоды нормальной. Мы идем, ворошим, поворошили, пока с одной стороны начали переворачивать, ворошить на асфальте. Потом, значит, уже надо опять, говорится, все проворошили, опять заново. И так 2-3 раза поворошили, какое бы ни было мокрое сено, все, и оно быстро высыхает. Затем будущий корм переносят в отстроенный недавно сеновал. Если год выдался удачным и погода не подвела, излишки собирают еще и в стога. К слову, дневной распорядок в монастыре насыщенный, ведь работу здесь умудряются совмещать с молитвой и общением с паломниками. Зимой много снега, и поэтому, если не чистый снег, буквально и не смогут проехать. Паломники те же, вот на машинах приезжают. Вот, и самим ходить братьям тоже неудобно. Вот, и поэтому труд он необходим, это как естественно. А летом вот мы картошку посадили вот в огороде, сенокос, сейчас вот сено убираем. Вот, зимой в основном дрова вот колем, у нас печное отопление, вот, печки топим дровами. Поэтому каждый старается заготовить, чтобы у него были дрова готовые. Дни сенокоса, говорят с улыбкой обитатели монастыря, напоминают Троицу. В этот летний праздник в храмах принято устилать полы свежей травой. А во время заготовки кормов зелень дислоцируется вообще по всей территории обители. И запах, и сама атмосфера необыкновенные. Роман Истомин, Любовь Филиппова, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.